3 человека оказались в больнице после крупной аварии, произошедшей сегодня утром на пересечении улиц Сахарова и Закиева. Там столкнулись автобус и троллейбус. Удар пришелся в правый бок электротранспорта. В результате происшествия движение на этом участке дороги было сильно затруднено. Айрат Назипов с места происшествия. Я вышел, я видел, дверь открыта, там кондуктор, там кровотечение видел. Всего в аварии пострадали 4 человека. 2 пассажира в троллейбусе и пассажир с кондуктором в автобусе. 3 из них потребовалась госпитализация. Уже в больнице у пострадавших зафиксировали травмы средней степени тяжести. О том, как это случилось, рассказали участники аварии. Сначала посмотрели. Смотрю, никого нет, ни одного машин, первая полоса, короче, у меня все свободно. Я еще раз смотрел, ну, значит, свободно. Я раз повернул, я уже до пешеходной дороги. Я смотрю, вторая полоса, автобус, сзади автобус, другой автобус с большим скоростью. Как зигзаг выехали, я уже здесь, я хотел побыстрее поехать, ну, тут изолятор, у нас на изолятор. Водитель троллейбуса говорит, что, выезжая с улицы Сахарова, он повернул налево, в сторону Закиева. То, что надо пропускать встречный транспорт, он, говорит, знал. Но увидеть автобус помешала высокая скорость последнего. Впрочем, второй участник аварии имел свое мнение на этот счет. Я ехал, да? Он со встречки сюда поворачивался. Он должен был пропустить меня. Не пропустил. Ну, скорость примерно какая была у вас? Скорость 40 где-то было. Габаритные машины практически полностью заблокировали проезд на перекрестке. Протиснуться могли легковые автомобили. Грузовикам было сложнее. Электротранспорт просто встал. Никто из водителей не признавали свою вину. Ответственность прикладывали друг на друга. А он говорит, ты виноват, говорит, ты меня не пропустил. Я говорю, давай делаем так. Свой видеорегистратор, как ты откуда летел с большим скоростью, твой видеорегистратор до конца посмотрим, из Минской остановка посмотрим, как ты из Минской остановки поехал до самого вот этого ДТП, а посмотрим у меня из Сахарова. Все записи с видеорегистраторов забрали автоинспекторы. Возможно, после их просмотра они и установят степень вины каждого из водителей общественного транспорта. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.